Как вы заметили, говоря ранее о периодической системе элементов, мы пропустили одну группу, большую группу элементов, а точнее несколько групп, а именно элементы группы с группы номер 3 по 12. А потому, что эти элементы имеют общую классификацию, и называются они переходными металлами, либо же элементами блока D. О них мы поговорим сейчас поподробнее. Переходные металлы или переходные элементы являются элементами побочных подгрупп периодической системы химических элементов, в атомах которых появляются электроны на d и f орбиталях. Поскольку число валентных электронов заметно меньше числа орбиталей, то простые вещества, образованные переходными элементами, являются металлами. Все переходные элементы имеют следующие общие свойства. Небольшие значения электроотрицательности, переменные степени окисления. Также, начиная с d-элементов третьей группы периодической системы химических элементов, элементы в низшей степени окисления образуют соединения, которые проявляют основные действия. Высшие – кислотные, промежуточные – амфотерные. Для всех переходных элементов характерно образование комплексных соединений. Примерами элементов группы D, переходных металлов, являются все элементы, которые вы видите сейчас. Это, конечно же, у нас и скандий, и хром, железо, кобальт, никель, вольфрам, палладий, серебро, цинк, медь, золото, платина. В общем, как вы поняли, это все очень знакомые для нас металлы. О них мы и поговорим поподробнее. Первый элемент в этой группе у нас скандий. Скандий используется в аэрокосмических целях, также в спортивном оборудовании и в стоматологии. Также используется в исследованиях, связанных с металлоорганическими соединениями. Еще один интересный элемент – это хром, который используется у нас в сплавах, в красителях, который придает определенные пигменты благодаря своим оксидам и солям. Другое применение этого элемента – это производство синтетического рубина, и также используется в лазерах. Интересно то, что хром используется в качестве древесного консерванта и в качестве катализатора для некоторых реакций. Железо, конечно же, применяется в металлургии. Более 90% материалов, использующих, состоит из железа, то есть это и строительство, и техника. Также используется для придания производства пигментов, для стекол, керамики. Интересно то, что используется также в качестве катализатора для разделения воды, для конверсивных реакций. Имеет медицинские применения и используется для очистки воды. И также используется в научных исследованиях касаемо металлоорганической химии. Следующий элемент – кобальт. Также известен своим применением в металлургии. Также используется в качестве медицинского имплантанта, которые являются коррозийно-стойкими. Используется в качестве катализатора для производства пигментов и окраски стекла. И используется в гальванике, так как имеет устойчивость к окислению. Ну и давайте сразу поговорим о трех последующих элементах – никель, медь и цинк. Никель используется для производства нержавеющей стали, в цветных сплавах, в гальванике. Также используется в ювелирных изделиях и в качестве катализатора. В то время как медь в основном используется в электрических проводах, как мы все знаем, в промышленном оборудовании, сплавах. Также используется в качестве биостатической поверхности, которая является антимикробной. Используется в качестве катализатора и в научных исследованиях. И цинк используется в качестве гальванического элемента, в сплавах, придает белый пигмент в красках, в солнцезащитных кремах, а именно оксид цинка. Используется в качестве катализатора в органических реакциях и в исследованиях касаемо газовых сенсоров, деградации красителей и электроники. Другой интересный элемент этой группы – это у нас серебро, которое всем известно своим применением в ювелирных изделиях. Кроме того, также используется в металлоорганической химии и имеет медицинские применения, так как ионы серебра являются антимикробными.
Используется в качестве проводников в электронике и также в качестве катализатора. Такой элемент, как вольфрам, всем нам знаком благодаря своему использованию в электронике, а именно в лампочках, вольфрамовые нити, если вы помните. Но кроме того, вольфрам также используется в качестве твердого материала. Но кроме того, вольфрам также используется в военных целях. Допустим, он используется в гранатах, как и другие элементы D-блока, используется в качестве катализатора и также используется в высокоскоростных сплавах. Давайте также поговорим о следующих трех элементах этой группы: платина, золото и ртуть. Платина используется в качестве катализатора и электрода, имеет медицинское применение, потому что используется в химиотерапевтических препаратах. Допустим, такое соединение, как цисплатин, используется в качестве препарата против раковых клеток. Кроме того, платина используется в устройствах контроля выбросов транспортных средств и в ювелирных изделиях. Золото также используется в ювелирных изделиях и различных сплавах, используется в электронике в качестве электронных соединителей, используется в медицине и в различных научных исследованиях. И ртуть у нас используется в термометрах, как мы знаем, в электронике и в медицине, а именно для различных соединений и зубных амальгам, к примеру. Ну и, конечно же, все эти три элемента используются в исследованиях металлорганической химии. И казалось бы, что на этом все об этой группе D-блока или переходных металлов. И кажется, что мы покрыли всю периодическую систему элементов, но нет. Также можете заметить, что мы не рассказали вам о следующей группе элементов, которая называется лантаноидами, либо же редкоземельными металлами. Лантаноиды – это мягкие металлы, которые можно разрезать ножом. Атомные свойства лантаноидов мало изменяются в течение всего периода. Их химические свойства также очень схожи. Лантаниды быстро окисляются во влажном воздухе. Давайте я вам скажу несколько фактов о лантаноидах. Во-первых, это мягкие металлы, которые можно разрезать ножом. Также атомные свойства лантаноидов мало изменяются в течение всего периода. И их химические свойства также очень схожи. Лантаниды быстро окисляются в влажном воздухе. Все лантаниды могут растворяться в кислотах. Лантаноиды реагируют с галогенами при нагревании. Точно так же и с серой, водородом, углеродом и азотом. Реакции с этими элементами проходят при нагревании. Все лантаноиды, кроме лантана и лютеция, имеют неспарные F-электроны. Тем самым они являются полезными для магнетизма. Отсюда и исходят их главные применения. Все лантаноиды в основном используются в магнетизме, в качестве магнитов, и используются также в оптике для различных оптических покрытий. И на этом, кажется, все. Мы покрыли все важные группы элементов периодической таблицы.